Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Фильм Тимура Кыгыскири, посвященный жизни первого президента Абхазии Владислава Арзанаба, показали в Музее боевой славы. При поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылся Центр компетенции на базе АГУ. В Сухумской 5-й средней школе имени Ефрема Эшба открылся новый компьютерный класс. «32 года назад абхазские войска продолжали операцию по освобождению Сухума от грузинских оккупантов. Сентябрьское наступление успешно развивалось. На третий день наступления наши бойцы уже освободили Бырцху, а также населенные пункты Лекухона и Верхний Келасур, села Одыщ и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Одыщ-Гварда. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли к Ачадарской ЖД-платформе к посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Дзюбжа. До Дня Победы оставалось 12 дней. Первый международный экономический форум Южной Осетии «Горизонты инвестиций» открылся в столице Южной Осетии. Наша цель – создать благодатную среду для инвестиций и развития экономики, отметил на открытии форума президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Руководитель абхазской делегации премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что данный форум имеет большую значимость для Южной Осетии. Это событие имеет историческое значение. Оно открывает для Южной Осетии новые горизонты экономического развития, способные определить современный облик нашей страны, нацеленной на динамичное сотрудничество с внешним миром. Сегодняшний форум – это свидетельство того, что Южная Осетия твердо стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее и готова к честному, равноправному партнерству. Смогла преодолеть труднейший путь восстановления. Для меня сегодня большая честь выступить на первом международном экономическом форуме от имени Республики Абхазия. Прежде всего, хочу передать вам самые теплые слова дружбы и солидарности от народа Абхазии и выразить сердечную благодарность за приглашение нашей делегации. Мы высоко ценим возможность быть частью этого важного диалога об экономическом потенциале братской Южной Осетии и его развитии, укреплении экономических связей со странами-партнерами. Как представитель страны, которая, как и Южная Осетия, прошла трудный путь становления и отстаивания своего права на самоопределение, я особенно остро понимаю значимость проводимого форума. Мы хорошо знаем, что такое экономические вызовы, и в то же время мы абсолютно уверены в том, что наше будущее – это будущее суверенных, устойчивых и экономически процветающих государств. Сегодня хочу говорить не только как иностранный гость,
но и как представитель братского народа, чья судьба и чьи устремления во многом перекликаются с юго-осетинским народом. И именно с этой позиции вижу серьезный потенциал, который заключается в поступательном объединении наших усилий в решении задач и достижении целей, стоящих перед нами. Очевидно, что и Республика Абхазия, и Южная Осетия сегодня динамично развиваются, опираясь на всеобъемлющую помощь и поддержку России. Так наши страны демонстрируют уверенный поступательный рост по ключевым макроэкономическим показателям, таким важным, как валовый внутренний продукт, объем выпуска промышленной продукции, внешней торговли, собственные доходы бюджета, денежные доходы населения. Я вижу формулу успеха. В течение 3 дней в Цхинвале будут проходить деловые сессии, направленные на поиск новых возможностей для роста, обсуждения внешнеэкономической деятельности республики и пути повышения инвестиционной привлекательности страны. В Цхинвале также находится делегация Народного собрания во главе со спикером Лаши Ашуба. 20 сентября в форуме примет участие президент Бадра Гунба. Экономический форум в Южной Осетии – это историческое событие. Южная Осетия обладает огромным экономическим потенциалом для дальнейшего развития, отметил премьер-министр Владимир Делба по итогам первого дня работы форума. Есть огромнейший экономический потенциал для дальнейшего развития. Очень важно, что интерес к этому форуму проявляется среди многих стран-партнеров. Ну, разумеется, прежде всего, как и мы, точно так же в привлечении или в направлении инвестиций в Южную Осетию заинтересована Российская Федерация. Здесь очень много совместных проектов реализуется. Важно, точно так же, как и у нас, Республика Южная Осетия со своей стороны, как государство, предоставляет меры государственной политики. В различных формах они выражаются. И это дает дополнительный импульс для тех потенциальных инвесторов и для того, кто собирается осуществлять большие проекты на территории Южной Осетии. Об этом сегодня говорится везде, на каждой дискуссии, на каждом открытом столе. Это очень важно. И я со своей стороны и вся наша делегация сердечно поздравляем с знаковым событием и очень надеемся на то, что это станет хорошей, доброй традицией проводить экономические форумы, привлекать здоровые инвестиции. У нас между нашими странами на полях форума, я об этом сегодня уже говорил, будет подписано соглашение о взаимной торговле товарами. Это тоже дополнительный импульс признания о перемещении беспошлино товаров между нашими странами. Это отношения выстраиваются прежде всего на основе достигнутых договоренностей между нашими руководителями. И я очень надеюсь, что реализация таких инициатив будет продолжаться. Вопросы сотрудничества обсудил премьер-министр Абхазии Владимир Делба со своим юго-осетинским коллегой Константином Джусоевым. Стороны выразили заинтересованность развивать торгово-экономические, социальные и гуманитарные связи. Южная Осетия и Абхазия сложились давние дружеские отношения. Я думаю, что мы еще будем развивать их. Будем какие-то совместные проекты, наверное, еще и делать. Я думаю, сегодняшний экономический форум даст такой позитивный толчок в этом направлении. Так что огромное спасибо и добро пожаловать к нам в Южную Осетию. Спасибо, Константин Хасанович. Прежде всего, уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить нашей официальной делегации за приглашение посетить форум и знаковое событие 35 лет со дня государственности Южной Осетии. Наши отношения между нашими народами, наверное, уже ничем нельзя разъединить, настолько схожи обстоятельства, судьбы наших людей. И сегодняшнее мероприятие, в котором мы будем принимать участие, еще раз
подтверждает наше стремление укреплять и развивать наши отношения, в том числе торгово-экономические, социальные, гуманитарные связи. Делегация Народного собрания посетила расположенный в Беслане мемориальный комплекс «Город ангелов», увековечивающий память о жертвах трагических событий сентября 2004 года. Члены делегации возложили цветы к памятнику древа скорби и посетили мемориальную экспозицию в здании школы номер 1, на территории которой с 1 по 3 сентября 2004 года произошел теракт. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на 5-й международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма в Москве. Министр рассказал об опыте в профилактике молодежного экстремизма в условиях трансграничных вызовов. В Абхазии создана система координации между Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности, прокуратурой, Министерством просвещения и Государственным комитетом по делам молодежи и спорта. Регулярно проводятся межведомственные совещания. Международное сотрудничество занимает особое место. Главным стратегическим партнером для нас является Российская Федерация. На базе МВД России мы обмениваемся опытом, обучаем сотрудников, участвуем в международных форумах. Министерство внутренних дел и органы прокуратуры выработали устойчивую практику реагирования на любые проявления экстремистской риторики, особенно в цифровом пространстве. При выявлении угрозы насилия или признаков вовлечения в радикальные структуры возбуждаются уголовные дела, выносятся официальные предостережения, проводится профилактическая работа. Выдуманными и несоответствующими действительности назвал замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия о серьезных вызовах ядерной безопасности в Абхазии. Одиссей Бигвава подчеркнул, что такие утверждения бездоказательны и являются частью информационной кампании, направленной на дискредитацию Абхазии и России. Абхазский дипломат также назвал неприемлемым использование терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы» применительно к Абхазии. Он подчеркнул, что республика рассматривает себя как суверенное государство, независимость которого была подтверждена волеизъявлением ее народа, а также признана Россией и другими странами. Абхазия всегда готова к конструктивному диалогу с Грузией, но только на основе взаимного признания и равноправия. Мир на Южном Кавказе невозможен без учета интересов региональных государств, как Абхазия, Южная Осетия и одной из ведущих сверхдержав мира – России, говорится в комментарии. Встреча глав МИД России Сергея Лаврова, Абхазии Олега Барцыц и Южной Осетии Ахсара Джиоева готовится в Сочи, сообщила ТАСС официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновленные планы межмидовских консультаций на 2025-2026 годы. 1 же октября там же, в Сочи, состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия. Напомню, в предыдущий раз в таком формате главы дипломатических ведомств 3 государств собрались 4 октября прошлого 2024 года в Москве. В ходе раздельных переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновленные российско-абхазские и российско-юго-осетинские планы межмидовских консультаций на 25-26 года. А на трехсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Фильм Тимура Квикбискири «За кем идут люди», посвященный жизни первого президента Абхазии Владислава Арзенба, показали в Музее боевой славы. Музыку к фильму написал Анри Гумба, оператор Джану Цурцуми. В фильме использованы современные технологии для озвучивания цитат и оживления фотографии, что позволяет зрителям глубже осмыслить масштаб личности Арзенба и его героический путь к свободе.
За кем идут люди? А люди идут, конечно, за абсолютным лидером, не иначе. Этот фильм, кстати, не лишнее будет сказать, что 28 июня нынешнего года был показан в городе Ростов-на-Дону. Я лично сопровождала его и представляла. Очень много людей собралось на просмотр этого фильма, в том числе и наши соотечественники. Этот фильм создан в двух жанрах – художественном и документальном. И в нем использованы новые технологии, с помощью которых оживлены некоторые фотографии с согласия семьи Владислава Ардзенба. И создателям этого фильма удалось некоторые эпизоды из книги «Моя жизнь» Владислава Ардзенба озвучить его же голосом. Я думаю, что не безразлично будет молодому поколению просмотра этого фильма, и надеемся, что этот фильм оставит впечатление в их сердцах. Делегация Народного собрания во главе с вице-спикером Ашотом Минасяном принимает участие в работе 43-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Мероприятия пройдут на различных площадках Волгограда, ведущих предприятиях, структурах финансового сектора, учреждениях здравоохранения, спорта и образования. Всего на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации планируется рассмотреть около 80 вопросов. Делегация Ассоциации силовых ведомств Абхазии с гуманитарной акцией находилась на Донбассе с 13 по 16 сентября. По возвращению в Абхазию председатель Ассоциации Батал Агрба рассказал о целях и значимости акции. Смотрите интервью с Баталом Агрба сразу после выпуска новостей. При поддержке президентской платформы «Россия. Страна возможностей» открылся Центр компетенции на базе Абхазского государственного университета. Платформа уже 7 месяцев внедряет в университете разные подходы по профразвитию, и некоторые студенты уже успели пройти обучение в нем. На открытии также вручили паспорта компетенции студентам, успешно прошедшим диагностику надпрофессиональных навыков. На мероприятии присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба. Репортаж Гунды Шоуа. При поддержке президентской платформы «Россия. Страна возможностей» на базе Абхазского государственного университета открылся Центр компетенций. Это событие стало важным шагом в развитии надпрофессиональных навыков студентов и расширении их карьерных возможностей. Продолжен тот курс на сотрудничество, на правильное развитие. Мир, как видите, сложен, и надо выбирать свой путь. Нам особо выбирать и нечего, мы знаем свой путь, мы знаем, куда двигаемся, и мы хотим развиваться. Я сейчас говорю от имени наших студентов, и я рада эти слова говорить. Приветствую вас еще раз. Продуктивного дня, хотя работа уже началась, она только продолжается сейчас, и каким-то образом какой-то этап этой работы будет сегодня подытожен. Центр компетенции станет точкой притяжения и развития надпрофессиональных навыков студентов и преподавателей. Важность открытия центра подчеркнул вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. Это не просто новый образовательный проект, а важный шаг к расширению профессионального потенциала страны. Для Абхазии это также шаг более тесной интеграции с образовательным пространством России, что открывает перед студентами новые возможности. В рамках сотрудничества запускается конкурс «Гостеприимная Абхазия», направленный на развитие туристической отрасли, одной из ключевых сфер для нашей экономики. Уверен, что обучение, возможности и опыт, которые студенты будут получать в Центре компетенций, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов. Платформа «Россия. Страна возможностей» уже 7 месяцев активно внедряет в университете различные программы и подходы, направленные на профессиональное развитие молодежи. За это время некоторые студенты успели пройти обучение в центре и получить ценные знания и навыки.
университете открывается центр компетенций. Мы учим преподавателей с этим работать, а дальше студенты приходят в этот центр, проходят диагностику, получают рекомендации по развитию своих надпрофессиональных компетенций. Но самое главное, есть несколько моментов, которые необходимо отметить. Первое. Университет получает информацию о том, кто у него учится. Что можно с этими студентами делать, на кого обратить внимание, кого подтянуть, с кем работать, кого выделить в качестве старост, например, или руководителей будущих, посмотреть на их потенциал. Это первый момент. Второй момент – это для работодателей. У вас очень большая потребность в кадрах в республике, а здесь в университете куются просто самые профессиональные, самые лучшие молодые кадры. И, конечно, важно знать не только то, что они умеют в профессиональном плане, но и то, как они могут включаться в коллектив, как они умеют анализировать информацию, насколько они целеустремленные, насколько умеют коммуницировать, работать в партнерстве с другими. Эти и другие компетенции очень важны для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице. На торжественной церемонии открытия Центра компетенций состоялось вручение паспортов компетенций студентам, успешно прошедшим диагностику надпрофессиональных навыков. Эти паспорта являются официальным подтверждением уровня развития мягких навыков, таких как коммуникация, работа в команде, лидерство и креативное мышление, которые сегодня высоко ценятся работодателями. Нам на факультете прислали ссылку и предложили зарегистрироваться, поучаствовать. Мы решили, что это интересно, что это вообще интересная возможность, почему бы и нет. Задания были... Какие-то были сложные, какие-то были легкие, с какими-то справлялись очень быстро, над какими-то приходилось думать. Это было очень интересно и занимательно. Данный проект позволил нам выявить такие различные компетенции, как партнерские качества, лидерские качества, которые позволяют нам разделять ответственность, участвуя в командах, также в различных других проектах. И также этот конкурс включал в себя различные направления, как включая и на логику, и на само мышление по образовательным качествам. И данный проект позволил нам выявить свои личные компетенции, благодаря чему мы получили также новые знания. Открытие центра – это инвестиция в будущее абхазских студентов, которая поможет им стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда и внести свой вклад в развитие страны. Платформа «Россия – страна возможностей» продолжает свою работу по поддержке талантливой молодежи, предоставляя им возможности для обучения, развития и карьерного роста. Кундашова, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. В ГТК провели медобследование личного состава на предмет употребления запрещенных веществ. Данная проверка проводится по поручению главы государства Бадры Гунба. Тестирование проходило в здании ГТК, где лаборанты Республиканского наркологического диспансера подготовили все необходимое для процедуры. Тестирование прошли сотрудники центрального аппарата, таможенного поста Сухум и поста Акцизный. Проведение медицинского обследования осуществлялось под контролем сотрудников отдела собственной безопасности и сотрудников УКОН МВД. 152 факта нарушений правил дорожного движения выявлено в результате рейдовых мероприятий в столице. Сотрудниками госавтоинспекции проводятся регулярные мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики соблюдения правил дорожного движения. Равняйсь! Мирно! Вольно! Расстановка сил и средств личного состава УГАИ на профилактические мероприятия по городу Сухум. Первая группа. В столице проводятся регулярные рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики соблюдения правил дорожного движения. Патрулировать улицы города Сухум выехали сотрудники управления госавтоинспекции, Министерства внутренних дел и экипажи ГАИ, городских управлений, районных отделов внутренних дел. Согласно расстановке, сотрудники ГАИ работали группами на основных транспортных направлениях города с последующей ротацией. В результате рейдовых мероприятий в столице выявлено 152 факта нарушений дорожного движения. Самые злостные нарушители – это водители, севшие за руль в нетрезвом состоянии. И таковых к административной ответственности привлечено 5 человек, которым выписаны штрафы по 30 тысяч рублей и оформлены материалы на лишение водительских удостоверений сроком на 6 месяцев. 15 административных протоколов сотрудники ГАИ составили в отношении лиц, управляющих транспортным средством без водительских удостоверений,
И еще выявили 35 фактов управления автомобилем без надлежащих документов. МВД напоминает, что обеспечение правопорядка на дорогах является основным результатом предупреждения дорожно-транспортных происшествий, спасения жизни и здоровья граждан. Площадка, где зарождаются дружеские и профессиональные отношения. Международный фестиваль молодежи собрал более 2000 участников, тысячи из которых представители делегаций из 120 стран. Кроме того, фестиваль стал отборочным этапом к играм будущего, которые пройдут в следующем году в Казахстане. Деловая программа разработана с учетом сфер, которые представляют участники, включая медиа, креативные индустрии, госуправление и образование. О значимости таких площадок для укрепления дружбы между молодежью Абхазии и России говорят и участники нашей делегации. Молодежный форум на сегодняшний день представляет собой уникальную платформу, где можно обрести новые знакомства, пообщаться с единомышленниками, получить знания, поделиться своими мыслями и идеями. Слет собрал большой колорит участников из разных уголков стран, и с каждым из них хочется пообщаться. Я принимаю участие в команде под названием «Креатив», и хочется выразить благодарность в первую очередь организаторам и командам, которые принимают участие в данном проекте. В Сухумской 5-й средней школе имени Ефрема Эшба открылся новый компьютерный класс. В кабинете провели капитальный ремонт, оборудовали рабочие места и установили 30 современных ноутбуков и компьютеров. С их помощью учащиеся смогут закреплять теоретические знания на практике и осваивать цифровые навыки, востребованные в современном мире. Класс создан при поддержке главы государства Бадри Гунба, выпускника этой школы. На церемонии открытия присутствовала министр просвещения Хана Гунба. Действительно, это значимый день для нас. Создание такого нового, современного компьютерного класса. Мы хотим поблагодарить еще действительно нашего выпускника, главу государства Бадру Зурабовича Гумба за создание такого класса. И надеемся, что мы, ученики 5-й школы, не подведем. Открытие кабинета информатики – очень важное событие в жизни нашей школы. Изучение программ, использование компьютера можно применять для получения профессионального образования. Также мы живем в эпоху НТР, и без знания основных функций компьютера невозможно адаптироваться в современном мире. Администрация Сухума приступает к реставрации фасада здания, входящего в список памятников архитектуры Сухума на пересечении улиц Арзенба и Воронова. Ранее были отремонтированы фасады, балкон кирпичного здания на набережной напротив кафе «Пингвин», а также здание администрации города Сухум. На здании на пересечении Арзенба-Воронова мы будем делать фасад, кровлю, тротуарные зоны вокруг дома и подсветку. Далее перейдем к следующему дому, который расположен на пересечении улиц Арзенба-Идбар, сказал мэр столицы Тимур Агарба. Таким образом, до конца года администрация Сухума отреставрирует фасады еще 2 домов, а в следующем году планируется отреставрировать фасады 10 домов из списка памятников архитектуры столицы. В АГУ состоялась презентация конкурса «Гостеприимная Абхазия». Студентам рассказали подробнее про проекты, про возможности, которые открываются участникам конкурса. Репортаж Налы Чинджери. Гостеприимная Абхазия – это шанс заявить о себе. В проект уже подано свыше 500 заявок, что говорит о том, что в нашей стране есть молодежь, на которую можно положиться, и которая может думать и мыслить креативно в ногу со временем. Чтобы привлечь внимание молодежи, команда Абхазии презентует этот проект среди студентов в самом сердце АГУ. Особый акцент я бы хотел поставить именно на проектную идею, потому что в рамках нашего конкурса возможно реализовать свои проекты. Я думаю, каждый из здесь присутствующих так или иначе, в частности, задумывался о создании своего собственного бизнеса, создании какого-то своего туристического проекта или расширения уже своего существующего бизнеса. В рамках нашего конкурса это возможно. То есть здесь концепция построена таким образом, что вы будете писать свою проектную идею при взаимодействии наших экспертов со стороны Республики Абхазия
и со стороны Российской Федерации вы будете создавать свои уникальные проекты по различным направлениям. Конкурс направлен на поддержку туристической отрасли, на реализацию перспективных идей в индустрии туризма Абхазии. В проекте могут участвовать все желающие, и неважно, в какой сфере вы работаете. Предусмотрено 21 направление, 6 из которых являются новыми для нашей страны. От горного туризма до детского отдыха. Одним словом, тем много. Каждый сможет реализовать задуманный проект. И после реализации успешных ваших проектов вы получаете почетное звание мастера гостеприимства. При этом у вас будет уникальное взаимодействие с лучшими экспертами с российской стороны и непосредственно стажировка на самых интересных и увлекательных туробъектов Российской Федерации и Республики Абхазия. Вместе с вами мы будем строить нашу гостеприимную Абхазию. Гостеприимство у нас у всех в крови, просто осталось придать этому новое видение при помощи наших проектов, нашего обучения и нашего конкурса. Помимо представителей Министерства туризма и команды Абхазии, на презентацию конкурса были приглашены эксперты из России. Они же победители, мастера гостеприимства российского конкурса. Я хочу примерить ваш костюм и почувствовать себя хоть немножко абхазцем. Я хочу думать, как вы, в тот период, когда я приехала к вам в гости. Мне очень хочется попробовать вашу локальную кухню. Очень хочется сделать так, чтобы я могла увезти с собой ваши рецепты, а приехав домой, рассказать своей семье, какие блюда можно приготовить именно по традициям. Обязательно поговорить еще раз, а на следующее лето запланировать вернуться. Победа в конкурсе – это не просто ваша возможность заявить о своем проекте, заявить о своих компетенциях, но и возможность найти людей. Точно идите в конкурс для того, чтобы найти тех, с кем вместе вам будет по пути, с кем вместе вы будете создавать большие проекты и громко говорить о гостеприимстве в Абхазии. Гостеприимная Абхазия – это про то, что вы сейчас реализуете главные потребности человека – быть признанным, найти людей, с которыми тебе комфортно и безопасно, и реализовать ваши творческие идеи. В чем сила местных? Я искренне уверена, что сила местных в том, что крепче связи, чем с нашей родной землей, еще никто не придумал, потому что крепче связи с тем местом, где ты родился, нет ни у кого. Местные знают больше, чем любой гость. Какой бы начитанный, какой бы образованный ни приехал сюда человек, то, что знает человек, родившийся здесь, вот говорю, у меня мурашки идут. А я не родилась в Абхазии. Я вижу людей, которые здесь родились. И так как вы, никто не расскажет о том месте, где вы живете. После презентации конкурса организаторами был проведен практикум, где в игровой форме студенты, разделившись на команды, могли продумывать проектные идеи в сфере туризма и гостеприимства. Нас разделили на команды, нас 6 команд, и у каждого своя тема, которую мы раскрываем, и должны придумать по ней проект. Мы совсем не знакомы с участниками, взаимодействие с новыми людьми всегда интересно. И у нас тема туристического бренда, получается, мы создаем свой туристический бренд, который будем далее презентовать, но пока мы на этапе разработок. После презентации данного проекта, несомненно, среди студентов появятся те, кто уже сегодня подаст заявку на участие. Спешите заявить о себе, ведь число участников проекта не будет превышать 80 человек. Налач Хинджерия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 19 сентября, в Абхазии ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-16, днем 16-21 градус тепла. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом все. Всего хорошего. До свидания.